имущества, земельные участки и сооружения на них, сельскохозяйственная автотранспортная техника стоимостью не менее 132 миллионов рублей. Это все перевели на баланс района в качестве пожертвования. Предполагалось, что все будет использоваться крестьянско-фермерскими хозяйствами и ЛПХ. В исполкоме стоимость техники и ангаров занизили до 1 рубля и списали. Затем на металлолом продали за 1,5 миллиона рублей. И эти деньги в бюджет не поступили. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. И таких примеров в сельском хозяйстве не один и не два. Начальник отдела жилищной политики исполнительного комитета одного из районов, заведомо зная об отсутствии правовых оснований, внесла в список участников и в реестр федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий безработной, которая получила социальную выплату 2 миллиона 28 тысяч рублей. В этом году выявили 73 факта экономических и коррупционных преступлений в сельском хозяйстве. Нарушают как должностные лица, так и фермеры, используя не по назначению бюджетные гранты. Вопросы и к тому, кто попадает в списки получателей субсидий на жилье. Если есть нуждающиеся, да, почему некоторые районы получают, некоторые не получают? Это зависит от своевременного подачи документов от муниципалитета, не от граждан. Зависит. Как этот процесс регулируется? От муниципалитета. То есть все муниципалитеты подают списки. Все вопросы сегодня от молодежи. Дискуссионный клуб по теме коррупционных рисков в сельском хозяйстве они предложили провести сами. К нам не обращались с тем, что молодежь конкретно столкнулась, и мы понимаем, что коррупцию не стоит сегодня воспринимать в лоб. Это коррупция, которая проявляется в качестве кумовства, превышения должностных полномочий, а также халатности на местах. Еще один вопрос от молодежи. Целевое обучение в аграрных вузах. По их словам, информация об условиях целевого приема на сайтах не найти, но при этом студенты такие есть. Неожиданным стало предложение ректора университета кооперации заменить имена и фамилии претендентов на гранты на коды, чтобы исключить кумовство. Чтобы конкурсное дело было не с фамилией, именем и отчеством, а было бы обезличено. И мы бы рассматривали бизнес-план, мы бы рассматривали все, но не зная, чью заявку мы рассматриваем. Так, возможно, конкурсы станут прозрачнее и выиграть своим будет сложнее. Салават Ухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.